по действующему законодательству сперва политическая партия регистрируется, и в ближайшее время, это 5 июля, у нас будет состояться съезд. Я пользуюсь моментом, хочу обратиться, желающие все могут прийти, Интерсухум, 12 часов, послушать, увидеть сторонников и людей, которые просто хотят услышать, о чем мы говорим и что мы хотим. Во-первых, это не первый раз я участвую кандидатом в президенты. На съезде будет принято решение. Я вместе со своей командой, со своими близкими людьми по духу идем баллотироваться. Вместе со мной идет заслуженный человек, герой Абхазии Ашбавианор Георгиевич. Знаете, в первую очередь во главу угла я ставлю честность, порядочность. Я могу сказать с уверенностью, он такой же чистый, порядочный, и все, что от него зависело, когда пришла беда, встал на защиту своей родины, и все, что от него зависело, он сделал. И поэтому он награжден такой высокой наградой, высшей наградой нашей страны. Почему этот путь я выбрал? Я, как и все нормальные люди, граждане, все, что происходит в стране, такой благодатной стране, с таким народом прекрасным, народ, который перенес очень многое, но можно было за 25 лет уже вздохнуть. Наконец-то, и многое хорошее можно было создать для поднятия благосостояния нашего народа. К сожалению, последние годы это не делается. Это очень мягко сказано, не делается. Вот, поэтому такое короткое интервью, не все скажешь, но мы очень целенаправленно хотим вернуть наше доброе имя. Честно говоря, даже неудобно перед нашими стратегиями. Неудобно в каком смысле? За то, что мы за 25 лет не шагнули хоть на полметра вперед. Во-первых, видите, что происходит с правопорядком, с моими профессиональными делами, потому что я всю жизнь посвятил служению своему народу, работая в правоохранительных органах. Порядка нет у нас. А где нет порядка, там бардак, там хаос, там убийства, там разбои, грабежи. Посмотрите, люди что хотят? Спокойно жить, смотреть друг друга, воспитывать детей. Элементарно мы не смогли бы поднять пенсии, заработную плату и так далее, и так далее. Так жить нельзя. Чтобы одни, какая-то кучка людей, не люблю это слово, но, к сожалению, так получается. Кто-то там богатеет, а 80-90% населения Абхазии, многие во многих районах, в Корчарском районе, в Гальском районе, вы знаете, что прошли, особенно восточная часть нашей страны, такие тяжелейшие условия жили. И ничего практически не изменилось. Сами себе отданы люди. Еще их грабят, насилуют. То, что имеют своими собственными силами, имеют это самое, и то у них это хотят отобрать. Но без порядка, вы знаете, где нету порядка, там нету ни экономики, ни бизнеса, ни малого, ни среднего. Это во главу угла правопорядок. Где есть порядок, там есть и бизнес, развивается тихо, спокойно. Ну и самое главное, люди должны понять, в первую очередь мы наведем порядок в течение года во всех властных структурах, кто чем должен заниматься, будет заниматься, и развитие тихо, спокойно пойдет, и бизнесмены придут. Мы без бизнеса, без людей богатых, которые придут к нам, когда у нас будет полный порядок, когда будут деньги, любить тишину. Не просто так. Поэтому без порядка нет будущего. А мы это можем, и в своей речи, и предвыборной будет одно. В течение года будет наведен полный порядок на всей территории Абхазии, во властных структурах, все заработает, государственные службы и так далее, вся власть заработает.
в нужном русле по истечению года, в случае доверия нашего народа, избрания нашей команды, меня, то мы подведем итоги за год. Мы говорим две вещи: правопорядок, и повернем все усилия на наше село, на наше Апсура. Будут организованы встречи, отчеты будут в городах и районах, что в случае избрания, что наша команда сделала. И если мы не справимся с двумя задачами, а я вас уверяю, первое – это мой профессиональный долг, я это знаю, как делать, есть отдельная программа в этом плане, то если народ скажет, вы не справились со своими обещаниями, то я и моя команда, они это знают, говорил и говорю, мы уйдем в отставку. Хотя президент избирается на 5 лет, каждый год будет отчет. И что на второй год будет сделано?